Салют, привет, здравствуйте! В эфир врывается информационно-развлекательная программа «Студия-11». В разгаре, пожалуй, самая странная неделя года, когда тело уже находится на работе, но душа и сердце все еще в плену новогодних каникул. Мы избавим вас от рефлексии, поможем стряхнуть праздничное оцепенение и вернуться к бодрому рабочему ритму. И вот анонс нашей сегодняшней программы. Елки-иголки. Как наряжали главное дерево праздника в городах и районах Коми. Психолог в библиотеке. Кому и в чем он помогает. Самые дорогие виды спорта. Как выбрать занятия детям по душе и кошельку. Сегодня у нас с вами есть официальная возможность красиво попрощаться с каникулами и встретить и проводить Старый Новый год. Кстати, отмечают этот праздник с необычным названием не только в России, но и в ряде стран бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе, Румынии и во многих других государствах. Так, в северо-восточных регионах Швейцарии 13 января отмечают Старый день Святого Сильвестра. Люди наряжаются в новогодние костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии, согласно старому календарю, устраивают маскарады. Хорошая возможность еще раз собраться с семьей за праздничным столом и поделиться как теплыми воспоминаниями, так и планами на будущее. Ну и по традиции, после встречи Старого Нового года многие россияне выносят из дома елочки, как бы знаменуя завершение веселой декады. Главное не забыть сфотографировать зеленую красавицу сезона 2021-2022. Зрители нашего телеканала и подписчики группы Юргана ВКонтакте с удовольствием поделились новогодним настроением. Более 500 фотографий со всех уголков республики собрал наш конкурсный пост. Посмотрите, как украшают елочки в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Куломе и Визинге. Вдруг именно здесь вы найдете идею к следующему празднику. Новогодняя пора – это время, когда семьи объединяются. За столом, для беседы, в играх, на прогулках или в стремлении сделать самую красивую совместную поделку. Сыктывдинская центральная библиотечная сеть предложила своим читателям посоревноваться в создании лучших саней для Дедушки Мороза. В итоге на конкурс поступило 110 изделий. Сани вязаные, дизайнерские сани из макарон, миниатюрные сани в технике декупаж, сани-панно, сани-оригами, кондитерские сани и даже большие деревянные. Вот такие креативные читатели библиотек Сыктывдинского района. К слову, современные библиотеки уже давно вышли за рамки просто читален. Теперь это пространство для экспериментов, игр, творчества, за которые не станут ругать, а напротив, поддержат. И даже поиск нужной книги сделают максимально полезным и таргетированным, нацеленным исключительно на вас. В одной из библиотек Сыктывкара побывал Северин Арпа и узнал, как психологи помогают выбирать литературу для подростков. Наталья, вот интересное такое явление. Первый раз я вот лично сам встречаю психолога в библиотеке. Это сейчас какая-то тенденция у нас по стране? На самом деле, да. Во многих регионах уже психологи работают как в детских библиотеках, так и в юношеских. А у нас в республике пока я одна. Скажите, пожалуйста, вот какая функция у вас? Вы можете подобрать книгу, вы поможете подобрать ребенку или родителям? Конечно, я могу подобрать литературу и родителям, и ребенку, и тем, кто только готовится быть родителями. У многих родителей при воспитании возникает множество вопросов, да, как подойти к ребенку, как понять его. Есть ли литература здесь, в Маршаковке, которая может помочь? Конечно, в этом зале, в котором мы с вами находимся, вся литература посвящена тому, чтобы помочь родителям гармонизировать детско-родительские взаимоотношения. Здесь литература от отечественных и зарубежных авторов, очень популярных, практикующих психологов, докторов наук, книги по сказкотерапии, книги, которые помогут решить и получше понять своего ребенка в какие-то кризисные периоды детства, подготовить его к школе, подготовить к детскому саду. В общем-то, есть литература для родителей, которые только готовятся ими стать, да. Как отбираются книги вот именно в ваш зал? Книги отбираются в основном персонально, то есть родители, приходя сюда,
записываясь на консультации с тем или иным запросом, обращаются ко мне как к психологу. Мы, в общем-то, с ними во время беседы выясняем, что именно их беспокоит, и там уже дальше я им предлагаю множество литературы. А кто сейчас вот по такой детской литературе, воспитательной, если можно сказать, у нас лидирует? Это зарубежная в основном литература или российская тоже присутствует? Есть и зарубежных авторов, да, книги. Тут, пожалуйста, и Стив Бидалф, бестселлеры его замечательные, и отечественных, конечно, Андрей Курпатов, Екатерина Мурашова, Евгения Кац и Людмила Петрановская, конечно, про которую все знают. А подростки сами могут здесь для себя что-то найти? Конечно, конечно, обязательно. Для подростков тоже много литературы. Тут и про первую подростковую любовь, про то, как справиться с какими-то конфликтными ситуациями в среде сверстников, как повысить свою самооценку. Ну вот у вас в руках тоже интересная литература. Расскажите, что это за книжки? Да, есть в моем зале раздел коррекционной педагогики. Есть тоже, конечно же, книги, которые я им рекомендую. Вот у нас новиночка родителям об аутизме. Расскажите, пожалуйста, немножко о сказкотерапии. Что это такое? Сказкотерапия – это особый метод решения каких-то поведенческих проблем с помощью сказок. Многие родители, на самом деле, об этом знают и даже пытаются сами писать книги. Книжки по сказкотерапии, на самом деле, сейчас очень актуальны, их большое количество. Есть книжки, которые дети могут взять и прочитать самостоятельно. Они тоже направлены на решение каких-то поведенческих моментов, да, и в том числе на развитие эмоционального интеллекта, как справиться с гневом, да, как вести себя, если ты расстроен, если ты завидуешь, если ты сердишься, если тебе грустно, если ты скучаешь. То есть все проблемы, если можно их так назвать, тоже можно решить с помощью книги. Исходя из того, что вы сказали, действительно, книга «Друг человека», это подтверждается. Я желаю, чтобы как можно больше ребят и родителей приходило к вам и читала такую полезную литературу. Конечно, спасибо большое. Буду очень рада видеть всех в нашей библиотеке. Фигурное катание, художественная гимнастика, хоккей, конный спорт, пулевая стрельба. Красивые виды спорта, согласитесь? Есть еще одно, что их объединяет. Они еще и самые затратные. Спортсменов, которые входят в составы сборных, обеспечивают всем необходимым, а вот затраты на начинающих фигуристов и хоккеистов ложатся на плечи родителей. Виктория Палкина знает, на чем можно сэкономить. С 10 шагов с закрытыми глазами мишень поражена. Сыктывкарка Елизавета Сысоева – восходящая звезда пулевого спорта. В тир она пришла в 8 лет. Уже через 5 получила звание мастера спорта. А потом и место в сборной страны. Дорога к большому спорту была не только длинная, но еще и дорогая. Мама Лизы вспоминает, что на первых порах расходы на увлечение дочери просто пугали. Оплачивать нужно было выезды, получались они семейными. Ведь не отправишь ребенка одного в незнакомый город. Но сегодня уже проще, говорит Ольга Сысоева. Сейчас уже последний, когда она входит в сборную России, то есть там уже большинство все оплачивается своего. Бывают, конечно, свои расходы все равно где-то, но уже от нас ребенок уже не зависит. Сейчас она получает даже свою зарплату сама, все на себя тратит, что ей нужно. То есть мама с папой уже не помогают. Покупать все лучше и для себя, и для любимой лошади. Девиз воспитанников конно-спортивной школы. Как бы аккуратно юные наездники не пользовались амуницией, она очень быстро выходит из строя. В Коми нет ни одного специализированного магазина, где можно было бы обновить гардеробчик. Выручает интернет. Одни покупают все с нуля, большинство же выбирают БУ вещи. Они на порядок дешевле. Мы сами покупаем то, что возможно купить. На седла, уздечку, амуницию предоставляет конюшня. Нагавки, вальтрапы, меха. Это все сами. Бриджи на себя. Конюшня не выдаст. Покупать форму одну на тренировку, другую на выступление привыкли и гимнасты, и фигуристы. Одним нужны профессиональные скакалки, это минимум 3000 рублей, другим – коньки, это не меньше 20 тысяч целковых. Здесь, конечно, тоже выручает рынок использованных вещей. Впрочем, есть виды спорта гораздо бюджетнее, например, шахматы, настольный теннис и даже бокс. Занятия у нас бесплатные, начиная с 10 лет для всех школьников. А платно занимаются только взрослые уже ребята, которые уже, скажем так, свое отбоксировали уже, хотят поддерживать форму, приходят, занимаются платно.
Многие родители при выборе спортивной секции считают семейный бюджет, изучают работу различных ДЮСШ. И все-таки последнее слово за ребенком, точнее, за его природными способностями и данными. Есть старая телевизионная поговорка: информационных коней на переправе не меняют. Вот и вы не спешите переключаться. Увидимся совсем скоро. Впереди масса интересного. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Рада, что наша дружная компания снова в сборе. Давайте посмотрим, чему мы будем удивляться и что узнавать в ближайшие 10 минут. Кольца, брошки или серьги – советы ювелирного стилиста. Все мы люди. Выставка портретиста Альберта Ластухина. Рок в школьном спортзале. Новый клип сыктывкарской Ванессы Мэй. Наверняка некоторые из наших зрительниц нашли под новогодней елочкой заветные бархатные коробочки. Ювелирные украшения каждый год в топе желанных подарков, но все больше стильных дам отказываются от золота, бриллиантов в пользу качественной бижутерии. Главное уметь все грамотно сочетать, и здесь вам помогут советы эксперта Любови Лапиной. Украшения и ваша профессия. Тема достаточно серьезная. Давайте разберемся, какие бывают профессии. Есть работы, которые требуют доверия. Это, например, банковские сотрудники, это психологи, это педагоги. И хорошо бы, чтобы украшения не отвлекали человека от рода деятельности этой профессии. В таком случае мы пользуемся базовыми украшениями. Что такое базовое украшение? Это, если это серьги, то они очень лаконичной формы. Они без излишеств, одного какого-то металла, без дополнительного декора. Как правило, это вот такие обычные, простые серьги. Если сфера деятельности ваша, например, банк, или вы политик, или вы управленец, или вы работаете в администрации, в вашем образе может быть 3 украшения, включая ваши часы. Это могут быть серьги, часы, кольцо, или часы, серьги, украшения на шею. Но тогда все это лаконичное и базовое. Например, вы можете взять чокеры, которые не будут выходить на первый план и не ослабят доверие вашего клиента к вам. Если ваша профессия не подразумевает большого руководства, если вы творческий человек, вы вполне можете позволить себе вот такие образы. Здесь комплект собран для тех, кто любит эпатировать, у кого работа не связана с очень большой, серьезной глобальной ответственностью перед людьми, народом, миром, землей. Вы можете позволить себе оторваться вот на интеллектуальных украшениях, на длинных украшениях, которые можно завязывать узлом. Если вы просто сидите в офисе, и дресс-код позволяет вам носить то, что вы хотите, вполне логично, что вы будете носить в офис то, что вы носите в своей обычной жизни. Например, ваша компания, скажем, делает окна или продает какую-то услугу. Вы можете в обычных сережках быть для повседневной носки. Вы можете быть в базовых цепях. Вы можете к этим цепям подбирать в комплекты те же чокеры, собирать из них интересные украшения, добавлять к ним, если вам хочется, базовые серьги. А если не базовые серьги, то вот, например, мы возьмем с вами цепь базовую и сережки. Вот уже комплект для обычного офиса, для обычной девушки вполне интересный и актуальный. Все мы разные, но есть кое-что, что объединяет каждого из нас. Все мы люди. Под таким названием открылась выставка портретной графики художника Альберта Ластухина. Портреты, написанные карандашом, сейчас украшают зал Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации. Все подробности я узнала накануне.
Лилия, мы уже успели немножко познакомиться с работами Альберта Ластухина. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кто же этот художник? Да, Альберт Ластухин, он сам из Чебоксар, это заслуженный работник образования Чувашии, почетный работник образования Российской Федерации, заслуженный эколог России. Также он является орнитологом, по образованию он химик-биолог. То есть он выезжал во многие экспедиции по всему миру, по России. То есть он посетил очень много регионов, где как бы по своей профессиональной работе делал зарисовки. Именно в этих экспедициях он делал зарисовки не только птиц, насекомых, но его очень сильно заинтересовали сами люди, жители местные. Ему были интересны эмоции, чувства, одежда национальная. Поэтому именно вот этот весь колорит он пытался отобразить в своих работах. От птиц до людей. На самом деле очень необычный творческий путь. Вот здесь, в финно-угорском центре, работ немало, но все-таки хотелось бы сначала узнать, откуда эти работы привезены. Альберт Ластухин побывал в многих точках мира, и многие работы привезены с Вьетнама, Казахстана, с нашей необъятной Российской Федерации, с Африки, с Мадагаскара. То есть много стран можно перечислить. Ну, когда говорим о работах из разных стран, мне кажется, нужен прям такой визуальный пример. Давайте, например, про эту работу расскажете нам. Каждая работа имеет свою отдельную историю. Так как Альберт Ластухин выезжал в экспедиции, ему было интересно познакомиться с самими людьми, с самими жителями. И благодаря этому он именно их типаж и как бы отразил в своих работах. Вот эта работа, это сделана во Вьетнаме, когда он выезжал в одну из очередных экспедиций. И когда он пошел с другом на рынок, увидел трудящихся, именно которые сидели и что-то делали из тростника. И рядом сидела девушка, видимо, торговка, была в такой шляпе, которая называется нонла. И такая шляпа, она очень известна в Восточной Азии, и в разных регионах Восточной Азии она называется по-разному. Когда-то давным-давно существовала такая богиня, которая носила вот эту такую шляпу из тростника, из тростниковой травы. Она приносила плодородие, хорошую погоду. И жители Вьетнама верили вот этой богине, что когда она приходит на землю, во Вьетнам приходит и какая-то жизненная сила, плодородие, счастье. Лилия, вот мы с вами около одной стены стоим, но на самом деле тут еще есть что показать. Давайте пройдем дальше, чтобы наши зрители увидели, сколько здесь всего работ. Здесь представлено 30 работ портретной графики. Среди них есть и финно-угорские представители, это ненцы, марийцы. И есть еще одна работа, которую Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации специально заказал автору для того, чтобы представить на открытии этой выставки. Это известная личность Республики Коми. Этот подарок мы специально сделали в честь 100-летия Республики Коми. И открытие будет именно вот в Сыктывкаре. Известный человек Республики Коми. Кто это будет? Да, это интрига, самая важная интрига нашей презентации, выставки. И именно вот в этом месте, где представлена вот эта картина графическая, будет изображение вот этой известной личности. И мы приглашаем, уважаемые наши гости, жители Сыктывкара, Республики Коми, прийти к нам на эту выставку и увидеть, познакомиться, кто же эта известная личность. 30 портретов. На самом деле они все очень талантливо написаны, но не хватает аннотации. Как-то с этим что можно сделать? Да, у нас будет работать экскурсовод, который расскажет о каждой работе, потому что каждая работа имеет свою историю, свое предназначение, как бы свое видение автора самого. То есть как он готовил к изображению своей работы, куда он выезжал, чтобы создать вот эту работу. Выставка «Все мы люди» в стенах Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации. До какого числа эта выставка будет экспонироваться? Выставка будет экспонироваться до конца февраля, поэтому добро пожаловать и приглашаем всех желающих. Искра, буря, безумие. Все это есть в новом клипе сыктывкарского музыканта Инессы Янаки. Ее прочтение рок-классики, да еще и в необычном интерьере, однозначно стоит внимания.
Любите зиму, любите нашу республику и старайтесь во всем находить красивое, доброе, радостное. А команда студии 11 вам всегда в этом поможет. До встречи в эфире.